этом году в Абхазии 13 мая будут праздновать столетие судов общей юрисдикции. В рамках празднования этого юбилея задуман ряд мероприятий, имеющих исторический подтекст, в том числе издание книги-монографии и открытие Музея истории Верховного суда. Решением Совета судей от 16 апреля 2019 года было установлено считать 13 мая 1923 года Днем образования судов общей юрисдикции. Именно в этот день ЦИК СССР Абхазии принял положение о судоустройстве Абхазской ССР. Конечно, если обращаться и к более ранней истории, нельзя сказать, что институт суда был чем-то неизвестным для нашего общества. С древних времен существовали и третейские суды старейшин, и народные суды, позже появились окружные суды, был широко распространен феномен примирительного посредничества как досудебный способ разрешения конфликтов. В советский период в мае 1923 года было принято вышеупомянутое положение о судоустройстве СССР Абхазии, которое учредило в Абхазии единую двухзвенную судебную систему, состоящую из Народного суда и Высшего суда Абхазии. В апреле 1925 года была принята Конституция, которая стала первым основным законом Абхазской Советской Социалистической Республики как независимого политико-правового образования равноправного члена СССР. Однако уже в 1931 году Абхазия по единоличному решению Сталина стала автономной республикой в составе Грузинской союзной республики, и начался постепенный процесс приведения в соответствие законов Абхазской ССР не только общесоюзному законодательству, но и законодательству Грузинской ССР. На сегодняшний день в Абхазии существует 10 судов общей юрисдикции. В них входят Сухумский городской суд, районные суды, военный суд и, собственно, Верховный суд. Штатная численность судов общей юрисдикции 51 судья. Каждый из судей принимает решения, основываясь на Конституции и законах Республики Абхазия, а также на собственном убеждении, сформированном по результатам рассмотрения дела. Говоря другими словами, все судьи независимы. Все мероприятия в рамках официального празднования даты должны иметь исторический подтекст, считает председатель Верховного суда Саида Гутба. У нас юбилей. Это, конечно, очень значительное событие, с учетом того, что у нас в рамках судейского сообщества никогда не празднуется какой-то профессиональный праздник, да, у нас нет Дня судьи, как есть, допустим, у многих, почти у всех работников правоохранительных органов. Поэтому с учетом всех этих обстоятельств хотелось бы, конечно, в этом году вот это именно столетие каким-то образом обозначить. Я думаю, что за этот период уже накопился очень значительный опыт функционирования судебной власти, и нам есть что рассказать, о чем поведать нашему обществу, нашим гражданам. Одно из мероприятий – это издание монографии, научный труд, который бы собрал все нормативные документы, охарактеризовал, проанализировал за этот столетний период. То есть как наша судебная система развивалась, модифицировалась, через какие этапы проходило развитие судебной системы. Поэтому в рамках празднования одним из мероприятий является издание этой монографии. Часть монографии посвящена именно историческому этапу, первый раздел, а второй – нынешнему состоянию развития судебной системы Республики Абхазия. Появление подобного издания также имеет огромное значение для будущих юристов, нынешних студентов и для развития юридических дисциплин. Другим амбициозным проектом в рамках празднования столетия судов общей юрисдикции стало открытие Музея истории Верховного суда. Одним из тех, кто внес большой вклад в сбор материалов для этого музея, стал заслуженный юрист Абхазии и России, один из бывших председателей Верховного суда Георгий Николаевич Колбая. Музей истории Верховного суда, он должен скомпилировать и содержать в себе наиболее значительные события в рамках развития судебной системы. А за этот столетний период было много разных событий, и хороших, и нехороших в рамках общественного и государственного развития Республики Абхазия. Поэтому это очень ответственно. Сложность была связана еще с тем, что, к сожалению, на сегодняшний день, в связи с тем, что наш государственный архив не сохранился,
было очень сложно найти документы о людях, которые работали в Верховном суде, да и вообще в целом в судах общей юрисдикции, о их биографии, о том, кто из них был награжден, чем они запомнились, да, в истории Абхазии. Поэтому, конечно, эта информация частично была найдена вот в Абхазии у энтузиастов, которые сохранили, да, кто-то что-то, какие-то газеты старые, все собиралось по крупицам. Что-то вот через библиотеки за пределами Республики Абхазия, в российских библиотеках мы искали. Я очень рассчитываю на то, что люди, которые придут в музей истории или смогут посетить уже интерактивную версию на сайте Верховного суда чуть позже, что когда это станет уже общеизвестная информация о том, что такой есть музей истории Верховного суда, может быть, в архивах, в семьях что-то сохранилось, или людей, которые работали, или имели отношение так или иначе к судебной системе, может быть, у них возникнет мысль или идея, вспомнят, кто-то вспомнит, кто-то поищет какие-то экспонаты, которые могут быть помещены в сам музей. Разумеется, музей, он по площади не такой уж большой, чтобы мы могли, да, любую информацию, и в связи с тем, что он не такой большой, мы пытаемся реализовать, надеюсь, получится, чтобы у нас была интерактивная версия этого музея в виде интерактивного экрана в самом музее, в помещении музея, где человек сможет ознакомиться с той информацией, которая не попала в экспозицию. После того, как уже открыт будет музей, я надеюсь, это уже появится и отдельная ссылка на сайте на сайте Верховного суда, с страничкой музея Верховного суда. Я вообще считаю, что вот наш этот 100-летний юбилей, это, конечно, повод проанализировать, что было, выявить то, что у нас положительное было, да, в рамках, и на этом, опираясь, уже каким-то образом строить стратегию развития наших судов уже в дальнейшем. А без изучения опыта невозможно идти дальше, понимать, куда правильно выстроить свое развитие судебной системы. Создание Музея истории Верховного суда – это прежде всего огромный труд по сбору информации, документов и фотографий, а также биографий выдающихся юристов Абхазии. За этот период была история независимого существования, история развития Абхазской ССР в рамках, да, союзного государства, Союза Советских Социалистических Республик. Поэтому был разный совершенно контекст, в котором развивалась, разный совершенно контекст, в рамках которых развивалась судебная система. И на каждом из этих этапов были свои сложности и трудности, и свои достижения, разумеется. В 100-летний юбилей судебной системы Абхазии нельзя не вспомнить о тех, кто посвятил огромную часть своей жизни служению абхазской Фемиде. Леонтий Родионович Абгаджава – заслуженный юрист Абхазии, проработал в судебной системе более 20 лет и убежден, что имена больших юристов и патриотов должны и сейчас быть примером для подрастающего поколения профессионалов. Айбашра Каланза Апсны Хунткарра Рыззаг Рызбох Жлажлала Загисгалам Швазарге Калотаха Ари Айхабыра Ацбитшара Айхабыра Чаусы Зоз Мирон Михайлович Шамба Апсны Ердырдзу Шиншабы Коззаги Ацбиш Шуқаз Хубақаф Бақашқсаусанию прокурорст Қарцан Яхеихдзала Гешқу именем народа Хашқу Тыжны Иқоп Убри Ашқуачы Вини Жавшқсыр Дукголона Апсына конференция Дукголон Данчажваз Ейхаз Захада Хорканы Хаха Хымшрыла карта и Мацура Дамархи. Уйда намарх яштах, а прокуратура же дошаждает, а Верховный суд даже Гвинжилия Хадыхан, Гвинжилия Усуны Даналга Шамиль Николаевич Лакоба дает, Сариздар Кошин Шабакозаги, Артава Хатра Дука, а Царадур Ялгахаз Меджит Муставич Аргун, Айзара Кварча Януков Картпилома Ураспилом Тома, Республика Коззаги Айхабча Ажрыртазомаз Аха Апсуа Русуша Рмацуша Шуқожбов Абарт Шарчапшникошцаха Шамиль Николаевич Йома Меджит Муставич Йома Карт Адцурчик Голнян Чажоз Москва Янчажоз Ленинград Янчажоз Абаси Пшико Завадука
Аԥсны ихагылан аҵеицәа бзиақәа убарҭ ирҿаԥшны анцәа иҟаиҵаа. Леонтий Родионович убежден, главное для любого судьи и юриста – это неукоснительное следование букве закона. Ауа ҭынха касыжәма ҳакәымкәа азакәан ишлаҳәало иацныҟәалароуп рыззегьы. Нас ауп авторитет. Ажәлараҿ усгьы иҟоуп аԥсуаа ианакәызаалак ҳарҭ ҳҭыганы ҳазмоу ахьӡи ахьымӡӷи роуп. Абарҭ ацитрусқәа рымҩаԥагара азаҳа Шеварднаӡе иҵарҟәаҟәаша ауказ ҟаиҵеит азин рымаӡам ачасникцәа риагараха. Абарҭ карҭантә иаауаз амашьына дуқәа ирықәҵаны амаскировка ҟаҵаны иширгоз хәба-хәба рызқь мааҭ машьынацԥхьаӡа ишәаҳҭоит ҳагаишникцәа ираҳәаны ирацәажәаны иҟарҵаз ианыркала, абри аус сахәаԥшуан. Ганба рыцҳа абыржәааигәа даԥсит, ишықәс макьанагьы имҵыцт. Иҳабыс дҳаман аследовательцәа, иареи сареи қарҭ ҳаицнаҳцеит, иҳаԥхьан абри аус ҳаман. Ҳахнеиз азам аначальник следственного управления ҳаизышьҭаз иҿы иҩызцәа ааизиган, са даасыхәаԥшын Леонтий Родионов иԥа иҳәеит, ты должен уара абри аус хуҩроуп ҳасеиҳәеит. Ихьӡи иаб ихьӡи ааидыскылан, иназыгӡоит ишәҳәаз, аха абра Абӷаџьаа Леонтий Родион-иԥа абри аус аӡбцәа рышҟа адәықәҵара уадаҩуп, ихҩаҳа унапыламҵаны ачсло лықәыргыланы иаасуҭар сҳәеит, иҟасҵоит, абас иҟоу сҳәеит. Итәаз рызегьы иргәамԥхеит. Сергеи, ҳарҭ хәҷык ҳҽазыҟаҵаны ҳцеит, ишҳақәԥоз аадыруан. Ҳаашьҭирхын ҳрыманы актәи ихаҭыԥи апрокурор иҿы ҳнаргеит. Иуарҳәаз умаҳаӡеи иҳан, исаҳаит, аха сҳәеит, сызрықәшаҳаҭхом сҳәеит. Аригьы дарагьы еиҭасҳәахуа. Анысҳәа, нас иумозар ушца иҳәан, хымза дарагьы аҿҳәара сырҭеит, хымз рыла уалгароуп рҳәеит, иҟаҵатәқәазгьы, иагызгьы ыҟан. Абни азам аначальник управления иҟаз изам дахьтәаз Леонтий Родионович иҳәеит, абыржәсихәаԥашра сгәы ибоит, Буба Кикабидзе, знаменитый артист иашьеиҳаб. Нас изакәи сҳан, я тебя заставлю порвать диплом, говорит. Все, мы расстались. Саачанс идут на сцену, они их сасак. Ажам цхой мхадзуква шксык бжак исачын, и такыз рыфвик герус рцбит, и таркит, ай зарыкоп картханне Кикабидзе напа аныско начпан шишрахоз, и начальник ишихоз ясхит. Кто из нас должен порвать диплом? Сколько ты выиграл? 26 ноября 1994 года считается особой датой для становления современного независимого абхазского государства. Именно тогда была принята Конституция Республики Абхазия. С ее принятием в стране были сделаны важные шаги по формированию судебной власти и укреплению ее независимости. Высшим органом судебной власти суверенной и независимой Абхазии стал Верховный суд Республики Абхазия. Аибашьра хлымӡаах ҳазлыҵыз ианаалга ианцозгьы рыӡбахә аасымҳәар сҩызцәа, сықәлацәа ус исзаанажьом, иахьа убарҭгьы зегьы зыԥсы ҭаны иҟоу ирыдсныҳәо Коруа Рауф Максимович аԥсаҭашкәакәа адунеи иԥсаххьеит, Мушба Роман Чачкович рызегьы Агума Заур Михаил-иԥа Верховный судаҿ сара издырқәаз аус зуқәахьоу абарҭ рызегьы, нас
Телба Манана Юрьевна Яша Ацбчей Хабыс Рабхет Глоб Бетпха Саида Рушни Пха Абзира Конферза Койца Дачазнги Язбастоид Рыззига Апейпш Бзи Рымана Ари Ажлори Хзирхоги Хахвойт район Корчома, Акала Кячома, Тахчашала, Хаширхойпш, ейз Хуцна, ейз Чакна, Перхага Комцадзиква, Азакан, Яцна Гуанчекойца. Лидия Евгеньевна Трещева мечтала о профессии юриста с детства. Удивительно, но эта тяга к юриспруденции объединяет всех наших респондентов, с которыми довелось пообщаться, пока готовилась эта передача. Девочка из многодетной гудаутской семьи после окончания Ленинградского университета сначала устроилась в горсовет секретарем исполкома, затем была избрана народным судьей, а позже возглавляла Гудаутский районный суд. Я считаю, что судьи – это такая категория особая людей. Были факты такие, когда, допустим, в райком вызывали. Придут родственники и говорят: вызови судью и скажи, чтобы она сделала так-то, так-то. Были такие, когда человек проявляет твердость, принципиальность, его и уважать будут за это. Я никогда не была на побегушках и подсчет. Знала, что надо вынести объективный, справедливый приговор, и все. Вот. И вот такие были, конечно, случаи. Нагрузка была очень большая. Нас было двое. Мы стали хлопотать перед Верховным судом и во все инстанции, чтобы нам дали третью единицу. Было гражданских дел, по 7-8 дел, и плюс 3-4 могло быть уголовных дел. И с этим справляться двое судей, Цушпа был, вот Алексей Павлович, и я. Нам дали третью единицу, он там работал в в Кварчеле, в прокуратуре, и вот он судьей с нами влился в коллектив, стало полегче, уже 3 было судьи нас. Какие были члены Верховного суда? Такие, как Голубев, Черкезия Лёва, Галустян, Лакирбая, Аршба, Вардая, Аргун Меджид Мустафович, который долгое время был председателем суда, Лакоба Шамиль Николаевич. Эти люди, знаете, мало того, что они профессионалы своего дела, они просты. Чем умнее человек, тем он проще, это аксиома. Вот. Они были настолько доступны, они понимали нас, потому что мы, как слепые котята, без всякой практики пришли, и за счет вот этой нагрузки мы получили профессионализм и вот работу. Они нам во всем помогали, вот эти люди, которых сейчас уже единицы. Мало кто остался в живых, но их я всегда помню. Потому что единственное, что у человека остается, это память. Память, она не стирается. А еще Лидия Евгеньевна хорошо помнит, как грузины ставили им палки в колеса, и уверена, что не стоит забывать прошлое. Надо быть патриотом, любить свой народ и землю. Такой ценой досталась нам свобода, и очень многие стали забывать об этом. Очень жаль. В детях наших, что у нас очень талантливая и красивая молодежь, но надо патриотизм. Постоянно напоминать, какой ценой нам досталось. Знаете, мы воевали. Вот я Трещева Лидия Евгеньевна, но тем не менее, каждые 10 лет у нас был бунт. Присоединение, нас сажали, вплоть до того, что машинки нам на грузинском языке. Я всегда воевала в открытую. Вставала, когда начинались лекции. Послали меня в Тбилиси на курсы повышения квалификации. И 3 дня сижу, все на грузинском языке. Я подняла руку и спрашиваю, что это все будет всегда вот так на грузинском? А вы откуда? Я говорю, я из Абхазии. У нас дело производства на русском языке, а потом я закончила русский вуз, я русская, я не понимаю ничего. Я ж не могу сидеть как истукан.
Вот он, хорошо, мы что? И все продолжалось. Я взяла и перестала ходить. Не секрет, что профессия судьи является наиболее престижной среди юридических профессий. Человек в судейской мантии волей-неволей вызывает к себе уважение, хотя бы потому, что в профессиональной иерархии это всегда особый, нелегко достижимый статус. В то же время это одна из самых сложных профессий, понимание того, что от твоего решения зависит чья-то судьба и даже жизнь, накладывает особую психоэмоциональную нагрузку. А как быть, если и в личной жизни случается трагедия? Тогда особенно важна поддержка коллег и дружеское ободрение. Когда у меня случилось вот такое горе в 1981 году, всю семью младшего брата, он на 7 лет моложе меня, он был майором уже, военный летчик-испытатель. И когда 3 цинковых гроба нам пришло в дом, такое страшное горе, мне было очень тяжело работать судьей. Вы знаете, истерика была. У меня 6 лет, не могла. 3 года их мы не видели, и вдруг нам привезли 3 цинковых гроба. Поверить в это, что никогда, и все. И я пришла в Министерство юстиции, а тогда Шамиль Николаевич был министром юстиции. Я говорю: Шамиль Николаевич, я не могу людей судить. Пожалуйста, вы меня освободите. Он меня посадил, усадил. И он часто со мной проводил беседы. Смерть ты ничем не вернешь, не поможешь. Давай, месяц, 2 месяца, возьми себя в руки, не распускайся. И вот такие люди были. Я ему признательна очень. Он меня морально, духовно поддерживал. Сейчас таких людей не часто встретишь. Хотя есть, конечно, без добрых людей не бывает. Но я считаю, что для судьи главное качество – это доброта, справедливость. Думать только о том, что ты вынесешь объективный, справедливый приговор. 22-летняя выпускница Харьковского юридического факультета вернулась работать на родину ныне заслуженный юрист Абхазии Мэри Романовна Мукпа. 22 года, девушка, лицо абхазской национальности. Вы же знаете, какие сложности были. И я согласилась работать в Даутском РОВД. И очень не жалею. У меня был руководитель, которому я благодарна всю свою жизнь, Владимир Еминович Начачоглы. Был старшим следователем, и он меня научил работать. Но когда возникла такая возможность переехать в Гагры, моя мама была рада, что я все-таки опять дома, я стала работать старшим следователем Гагарского РОВД. Прошло 4 года, мне позвонил Озган и говорит: мы ищем женщину-абхазку, хотим продвинуть в Гудаутский суд. Я говорю: нет, я в Гудаут и не вернусь. Но подумала и согласилась. И с 1982 года, с июня месяца до 1993 года я проработала в Гудаутском суде. Потом, когда опять возможность такая появилась, я перешла в Гагарский суд и стала работать в Гагарском суде с декабря 1993 года. В 2000 году меня избрали председателем суда, и до ухода в отставку я работала почти 22 года председателем Гагарского суда. Я по жизни всегда благодарю судьбу, что я столкнулась с такими людьми, юристами. Я называю их только великие юристы. Это Андрей Михайлович, Голубев Юрий, Заур Семенович Барцец, Алла Утаровна прежде всего. И мне приходилось с ними работать, и я радовалась, что они меня учат работать. Всегда, ни в чем не отказывали. Я могла из Гагры приехать с делами, проконсультироваться, поговорить с ними. Такая консультация очень была важна. И я с ними проработала, и я благодарю судьбу. В первую очередь я благодарна тому, что у меня хорошие друзья, хорошие коллеги, коллектив шикарный был. Я всегда смеялась, когда работала. Я говорю: мы умеем работать и умеем отдыхать. Это было очень важно. Коллектив расслаблялся. Мы могли на 2 дня выходные поехать на Аватхару, на Рицу. В понедельник возвращались на работу. Все, забывали отдых, мы работали. И так я приучила девочек всех своих, я вне суда называла мои птенчики. Мэри Романовна утверждает, что, несмотря на все сложности, никогда бы не променяла свою профессию на какую-либо другую, потому что, как и многие ее коллеги, которые состоялись в этой сфере, она с самого начала знала, быть юристом – это ее призвание. Это мое.
Я поступала в этот институт, чтобы только быть юристом. Когда я приехала в Харьковский университет, меня не приняли, документы не приняли. Сказали, езжайте в Тбилиси, поступайте, у вас там юридический факультет, поступайте. Я понимала, что если я вернусь домой, я могу больше не приехать и не поступать. Я пошла в строительный. Ну, естественно, баллы не добрала. Я осталась работать. И меня взяли на работу в Харьковский областной суд секретарем судебного заседания. И когда стал вопрос поступать в институт на дневное отделение или на вечернее, я сказала, я буду учиться на вечернем отделении, у меня такая практика большая. Я так там и осталась в Харьковском областном суде. Была большая коллегия судебная, я была по Верховном суде по уголовным делам. 16 судей только было в уголовной коллегии, столько в гражданской коллегии. И я абсолютно не жалею, что я избрала такой жизненный путь свой. Самое главное для любого судьи – быть абсолютно уверенным, что за решеткой не окажется невиновный, убеждена Мэри Романовна и призывает всех молодых судей к еще более скрупулезному изучению дел. Я вот приходила домой, все свои дела домашние сделаю, ложусь спать, а у меня мысли в сейфе. Какое дело надо продлить, какое дело, кого я сегодня осудила, как его родители к этому отнесутся, законно или незаконно. Для судьи самое главное, чтобы не было, что за решеткой оказался невиновный человек. Заура Джинджал, один из ветеранов судебной системы, проработал в этой сфере более 30 лет и хорошо помнит, какие сложности переживала система в послевоенные годы. Возвращаясь в те послевоенные годы, когда, конечно, условия работы для отправления правосудия были очень тяжелые, условий не было, возможности, материально-техническое обеспечение. Ну, все это, конечно, накладывало определенные трудности. Но, однако, несмотря на все эти трудности, как-то мы старались исполнять свои обязанности. Хотелось бы сказать, что после войны из-за отсутствия составов судов в Ачамчирском и Гальском районах я, находясь в городе Тхварчал, председателем суда, как я сказал выше, я обслуживал эти районы, то есть мы организовывали выездные процессы в эти районы, и там, рассматривали уголовные и гражданские, также и административные дела. И, пользуясь случаем, я хотел бы поздравить всех судей, судов общей юрисдикции, а также аппарат этих судов, которые обеспечивают нам, обеспечивают функционирование всей нашей деятельности. Всех хотел бы поздравить, а также хотелось бы поздравить и судей, которые пребывают сегодня в отставке, очень уважаемые профессиональные люди, юристы. И помимо этого мне хотелось бы и помянуть о тех, я не побоюсь этого слова, корифеях юриспруденции Абхазии, которые стояли у истоков создания нашего абхазского правосудия. В новейшей истории Республики Абхазия был ряд громких судебных процессов, имевших широкий общественный резонанс. Среди них судебный процесс по рассмотрению уголовного дела по убийству Юрия Николаевича Воронова, по покушению на убийство премьер-министра Александра Анкваб и убийству российского бизнесмена Сергея Климантовича и его спутницы. Возвращаясь к сегодняшнему дню и говоря о прогрессивном развитии судебной системы, хочется отметить, что важным нововведением в судах общей юрисдикции стало внедрение автоматизированной судебно-информационной системы, которая действует с января 2021 года. В наших судах она уже полноценно действует. Такой системы нет и у нашего ближайшего соседа, партнера в Российской Федерации. То есть
у нас есть возможность, когда поступающие в суд дела распределяются не резолюцией председателя Верховного суда или председателей других судов, а посредством использования автоматизированной судебной информационной системы, когда в зависимости от нагрузки судей, дела, которые поступают, от категории дела, дело автоматизировано, распределяется компьютером тому или иному судье. Это, я думаю, очень прогрессивный был шаг. Был предусмотрен, были внесены изменения в законодательство Республики Абхазия, которые предусматривают такую возможность распределять эти дела непосредственно уже без участия человеческого фактора. Помимо этого, еще автоматизированная судебная информационная система позволяет, значит, вести делопроизводство, перевести его более в электронный вид. То есть вся входящая и исходящая корреспонденция, все дело с производства в суде у нас существенно поменялось с внедрением ОСИС. Я думаю, это только начало, ее можно использовать и гораздо пойти дальше на базе этого ОСИС, использовать для формирования статистических данных и так далее. То есть здесь большое поле для развития в целом судебной системы. Другим важным шагом, который будет осуществлен в ближайшее время, Саида Рушневна считает обеспечение доступа населения к правосудию путем открытой и общедоступной публикации материалов судебных процессов. Если будет возможность опубликовывать, как предусмотрено законодательством Республики Абхазия, все итоговые акты по каждому делу, я думаю, это позволит населению ознакомливаться и с любым решением по любому делу, которое было принято. И мне кажется, это очень важный шаг в развитии судебной системы, по повышению качества правосудия. Как только эти акты все по итогу будут опубликованы на сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети интернет, это сразу позволит, с одной стороны, это шаг к открытости и гражданам непосредственно ознакомливаться с этими актами. Это повысит доверие, да? Это повысит, с одной стороны, доверие. В рамках как раз вот этой деятельности сейчас создаются технологические возможности, чтобы обеспечить опубликование. Я думаю, что это вопрос ближайшего будущего. Кроме того, мы хотим в автоматизированном режиме обеспечить возможность опубликования информации о всех судебных заседаниях, которые проходят в суде. Тоже для этого создается технологическая возможность, потому что необходимо через интернет-платформу, чтобы была возможность выгружать эти данные на сайте суда автоматизированно, как только они будут здесь заполняться внутри, да, помощниками судей, чтобы сразу эта информация выгружалась на сайт соответствующего суда общей юрисдикции. К полномочиям председателя Верховного суда относится организация работы судов общей юрисдикции. В этой сфере должен быть обеспечен порядок для нормального функционирования всей системы. Однако Саида Будба занимается и непосредственно судейской деятельностью, председательствует на президиуме Верховного суда, где принимаются окончательные решения по многим делам. И в этом есть особая ответственность. Конечно, работа очень сложная, потому что именно очень большая ответственность за судьбу человека. Особенно это в Верховном суде, когда ты являешься членом президиума, когда ты последняя инстанция. Есть высшая инстанция, это президиум, который состоит из 5 судей, и решение по общему правилу это окончательное, обжалованию не подлежит, оно все, на этом ставится точка. И, конечно, будучи членом президиума, и когда ты сталкиваешься с конкретным делом, ты не только решаешь иногда судьбу конкретного дела, ты определяешь позицию по аналогичным вопросам, которые будут следовать так или иначе нижестоящие суды. Напоследок хочется отметить, что, безусловно, служителями Фемиды, помимо самих судей, являются все сотрудники аппаратов судей, без слаженной работы которых невозможно судопроизводство. Уважаемые судьи судов общей юрисдикции в отставке, уважаемые работники аппаратов судов общей юрисдикции Республики Абхазия, уважаемые коллеги, судьи, примите искренние поздравления со знаменательной датой – 100-летием образования судов общей юрисдикции Республики Абхазия. На протяжении всей этой вековой истории Абхазии суды стояли на страже идеалов правосудия, защищали права, достоинства и законные интересы граждан, а судебные решения оказывали существенное влияние на
формирования отечественной правовой системы. И сегодня можно с уверенностью сказать, что судебная система состоялась и заняла достойное место. Членам судейского сообщества Республики Абхазия всегда были присущи высокий профессионализм, компетентность, принципиальность, которые снискали заслуженное уважение среди коллег, органов, представителей других ветвей власти и жителей республики. В этот праздничный день хочу выразить слова искренней признательности всем ветеранам судебной системы, стоявших у истоков становления системы правосудия в нашей стране. Ваша преданность делу, высокая правовая культура и работоспособность в отправлении правосудия по праву создали судебную систему высокую репутацию в обществе. Уважаемые коллеги, желаю вам дальнейших успехов в труде на благо Республики Абхазия, крепкого здоровья, благополучия и успехов в служении правосудию.